Всем мира, друзья! Сегодня поговорим об Исмаиле Гаспринском. Чем же прославился этот человек, если по прошествии уже более чем 100 лет со дня его кончины имя его не сходит с уст благодарных потомков? Давайте узнаем, в общем, алга. Исмаил, прославивший род Гаспринских, родился 8 марта 1851 года в крымской деревне Авджикой. Сначала его воспитанием занималась мать, потом его отдали в мусульманский мектеп. Благодаря стараниям отца, который решил дать сыну светское образование, Исмаил попадает в Симферопольскую казенную мужскую гимназию. Там он находится около 2 лет. Впрочем, строгому родителю нравы этого заведения показались слишком либеральными. Он решает сделать из мальчика настоящего мужчину и, недолго думая, отправляет сына в Воронежское военное училище. Но и там Исмаил не задерживается надолго. Следующим пунктом его карьеры становится вторая Московская военная гимназия. Здесь он пробыл целых 3 года с 1864 по 1867. В эти годы Исмаил живет и воспитывается в семье редактора «Московских новостей» и «Русского вестника», известного русского славянофила Каткова. В его доме он знакомится с Тургеневым. Здесь у него появляется тяга к просветительству, он получает первые журналистские навыки. Но постепенно дух шовинизма, присущий Каткову, отвращает от него юношу, вызывает в нем внутренний протест. Гаспринский порывает с воспитателем и, не закончив полного курса, бросает учебу. Исмаил возвращается домой в Крым. В Симферопольской казенной мужской гимназии юноша проходит специальное испытание и 1 мая 1870 года удостаивается звания учителя русского языка городских начальных учебных заведений. Истосковавшийся по-настоящему плодотворному труду 19-летний учитель, засучив рукава, приступает к работе. Казалось бы, он наконец-то нашел то, что так долго искал, выбрал правильный жизненный путь. Но Исмаила влекут более широкие горизонты, ему становится тесно в Крыму. В 1871 году юноша отправляется в Париж. Полный идей и наполеоновских планов, лишь в столице Франции он замечает, что остался без гроша в кармане. На помощь приходит русская община Парижа. Гаспринского устраивают переводчиком в агентство «Ашет», которое занималось рекламой на восточных языках. Существует сведения, что в годы жизни в Париже Гаспринский активно интересовался культурной и общественной жизнью Франции и даже посещал лекции в Сорбонне. В 1874 году Исмаил Бей покидает Францию и через Алжир, Тунис, Египет и Грецию едет в Стамбул. В Стамбуле Гаспринский останавливается у своего дяди Сулеймана. Здесь он занимается совершенствованием своего турецкого языка, изучает культуру родственного народа, интересуется турецкой историей и системой народного образования. Здесь он пытается поступить в турецкий военный колледж, но благодаря стараниям, в кавычках, стараниям русского посла графа Игнатьева, эту мечту не удается воплотить в жизнь. В чем заключалось недовольство графа? Тайна за 7 печатями. Тем не менее, молодой человек не отчаивается и в 1876 году вновь возвращается в Крым. Гаспринский жаждет новых и ярких событий, грезит большими и великими делами. Надо отдать ему должные мечты превращаются в реальные целенаправленные действия. Гаспринский активно участвует в выборах в местные органы самоуправления, и в марте 1878 его старания начинают приносить плоды. Он избирается гласным Бахчисарайской городской думы, а в конце ноября заместителем городского головы. Наконец, 5 марта 1879 года губернатор Кавелин утверждает Гаспринского в должности городского головы. Загорается счастливая звезда Гаспринского. Новый глава Бахчисарая разворачивает бурную деятельность. За 5 лет пребывания у власти ему удалось добиться многого. При нем в Бахчисарае зажглись первые фонари. Открылась больница для простого народа. При Гаспринском бюджет города увеличился в 3 раза, с 7 тысяч рублей в год до 21 тысячи. На посту главы Бахчисарая Гаспринский остается до 5 марта 1884. Но все же его больше манит деятельность культурно-просветительского характера, чем почетная должность крупного чиновника.
Он загорается идеей выпускать собственную газету и, несмотря на трудности, воплощает эту идею в жизнь. В 1883 в Бахчисарае под его руководством начинает выходить газета «Тарджиман», которая вскоре становится культурным знаменем всего тюркского мира России. Начинается этап активной просветительской деятельности Гаспринского. Главным его детищем стала газета «Тарджиман». Об издании подобной общетюркской газеты он мечтал уже давно. Но реально первый номер удалось выпустить лишь в апреле 1883 года. Если разрешение на выпуск газеты было получено сравнительно легко, то обеспечение ее материальной базы далось с большим трудом. Газета, как бездонная бочка, съедала любые финансовые вливания. Туда пошли и золотые украшения жены Гаспринского, Зухры Акчуриной, и пожертвования бакинских нефтепромышленников Асадуллаева и Тагиева, а также средства оренбургских купцов Хусаиновых и золотопромышленников Рамеевых, и капиталы других меценатов и спонсоров. Но денег все равно не хватало. Тем временем газета потихоньку завоевывала популярность, ее тираж рос. Если первые номера еженедельника выходили тиражом в 320 экземпляров, то последующие годы тираж газеты вырос до 12-20 тысяч. В начале «Тарджиман» выходил на русском и тюркском языках, а с 1905 стал одноязычным. Нетрудно представить себе радость тюркских народов империи, впервые получивших периодическое издание, издававшееся на понятном им языке. Газету, освещавшую проблемы культуры и образования, с нетерпением ждали во всех уголках необъятной Российской империи. Мало того, ее получали в Туркестане, Румынии, Китае, Иране, Египте, Болгарии и других странах. Если поначалу «Тарджиман» за отсутствие конкурентов считался безусловным лидером в тюркском мире России, то с ростом числа татарских изданий после революции 1905 года ореол бесспорного фаворита постепенно начал рассеиваться. Раздаются первые критические выступления в прессе, например, татарский поэт Габдулла Тукай, известный своим острым, беспощадным языком, обвиняет газету и лично Исмаила Гаспринского в том, что он не оправдал надежд тюркско-татарской нации, что «Тарджиман» не отвечает требованиям времени, не выступает за национальные интересы татар. Тукай полагал, что от турецких газет гораздо больше толку, поскольку они, по его мнению, намного острее и свободнее. Этим самым Тукай еще раз подметил чрезмерную лояльность Исмаила Гаспринского к власти, расцененную им как осторожность и слабоволие. Интересно, что обвинения раздаются из противоположной стороны. Сторонники русской государственности и монархисты навешивают на Гаспринского ярлык пантюркиста. Однако для Гаспринского не существовало этнических или географических границ. Он стремился к объединению тюркских народов России на основе общетюркского литературного языка. Хотел создать на базе своей газеты, говоря современным языком, культурную автономию всех тюрков России. Гаспринский на страницах газеты «Тарджиман» из номера в номер проводил идею равенства мусульманских женщин, наделял их теми же правами, что и мужчин. Для более детального освещения этих вопросов в 1906 году он даже создает специальный журнал «Галиме Нисван», первое специализированное женское издание в тюркском мире. Татарская поэтесса Сулеймания в 1914 году в журнале «Сюмбике», отмечая заслуги Гаспринского в женском вопросе, с некоторым пафосом заявляла, что Исмаил Гаспринский вытащил мусульманских женщин из ямы невежества и направил их по светлому и яркому пути. Неоценима роль Гаспринского в области образования и просвещения. Он является основателем нового звукового метода в преподавании языка «Усуль аль-джадид», от арабского слова «джадид» – «новый», новометодной или джадидистской программы, благодаря которой скорость усвоения материала усваивалась во много раз лучше. В январе 1884 года Гаспринский открыл первое джадидистское учебное заведение в Крыму. Курс обучения был рассчитан на 2 года. В мектеп принимались дети 7-летнего возраста. Преподавать в школе стал сам Гаспринский по своему учебнику, который назывался «Учитель малолетних». Именно с этого события началась история распространения джадидизма в Крыму и России.
В 1895 году в Бахчисарае уже существовало 7 подобных учебных заведений. Эта методика быстро распространилась по всему тюрко-татарскому миру и прежде всего в Поволжье и на Урале. Только в Поволжском регионе к 12 сентября 1913 года было зарегистрировано 694 новометодных учебных заведений. Подобные школы открывались не только в России, но и в других странах. Как известно, Исмаил Гаспринский не сталкивался с казанскими татарами до тех пор, пока не решил издавать газету. Казанские татары почти 100 лет не могли получить разрешение на издание газеты, а Гаспринский получил ее за пару лет. В 1882 году, будучи в Казани, он собрался организовать литературный вечер для татар. С большим трудом было получено разрешение, снят зал в большой гостинице в центре города, розданы заранее подготовленные приглашения. К назначенному времени пришло всего лишь 3 человека: Лаяр Бек Зюльгадаров с Кавказа и золотопромышленники братья Шакир и Закир Рамеевы из Оренбурга, которые остановились в той же гостинице. Конечно, вечер не удался, но между собравшимися состоялся весьма полезный обмен мнениями. Об этом Гаспринский позже напишет в своей газете «Тарджиман». Татарский историк Джамал Валидиев в книге «Очерки истории образованности и литературы татар» также упоминал, что Гаспринский в Казани нашел только одного человека, который одобрил и поощрил его план создания газеты. Этот единственный человек был Марджани. Таким образом, выясняется, что Исмаил Бей встречался в Казани с великим татарским ученым-богословом Шахабуддином Марджани. Одобрение будущего издания Тарджимана такой авторитетной личностью, как Марджани, конечно же, окрылило молодого человека. Из его рассказа вытекает, что идеи крымско-татарского просветителя не нашли поддержки у казанских татар. Но это только внешняя сторона дела. Гаспринский, воспитанный в русской среде, не учел менталитета местных татар. Ведь в то время город был поделен на 2 части, русскую и татарскую. Татары практически не бывали в русской части, так же как и русские в татарской. Гаспринский же снял зал в самом центре русской части города, на улице Воскресенской. Что оставалось думать местным мусульманам о человеке, который пытался наладить с ними контакт, фактически находясь на чужой территории? Наверняка они восприняли его как агента царской охранки или скрытого миссионера, подосланного правительством. Гаспринскому надо было снять зал не в русской части, а в татарской, а лучше всего прийти в мечеть, в традиционное место сбора татар. С этих мелочей и началось недопонимание, многие обиды и разногласия. В 1905 году Исмаил Бей Гаспринский избирается председателем первого съезда мусульман России, а в 1911 году в Центральный комитет турецкой партии «Согласие и прогресс». Гаспринский не сидит на месте, он много путешествует по различным странам мира, пропагандирует свой новый метод. В 1907-1908 годах он несколько раз посещает Египет с целью организации там Международного мусульманского конгресса. Он выступает в различных местных изданиях, в которых доказывает необходимость созыва такого важного для мусульман конгресса. К сожалению, эта его идея не воплощается в жизнь. В 1911 году Исмаил Бей посещает Индию, где изучает состояние школьного образования, дает показательные уроки по своему новому методу, готовит учеников из числа местных преподавателей. Помимо вопросов просвещения, Гаспринского волнуют проблемы мусульман в Российской империи. Этим вопросам он посвятил 2 свои книги: «Русское мусульманство» 1881 года и «Русско-Восточное соглашение» 1896 года, написанные на русском языке. Гаспринский в этих трудах пытается разобраться в причинах отчужденности христиан и мусульман. Русское господство над татарами до сих пор, насколько мне известно, выразилось только в следующем: «Я владею, вы платите и живете как хотите». Это очень просто, но крайне бессодержательно. Должны ли русские и русские мусульмане жить рядом на одной земле, под одним законом, как случайные спутники, соседи, или между ними следует развить более близкие, родственные отношения между детьми великой семьи народов нашего обширного Великого Отечества? Гаспринский всегда старался быть лояльным правительству. Никогда не высказывался резко, боясь потерять авторитет во властных структурах и этим погубить с таким трудом начатое дело. Не был он особенно религиозным, при этом он
издавал Бахчисарай Кораны и другую мусульманскую литературу. Значительную часть тиражей Корана Гаспринский отправлял в Египет, Индию и другие страны для продажи. Но Гаспринский захотел умереть как правоверный мусульманин. За день до своей кончины, предчувствуя приближение смерти, он подозвал к себе своего компаньона по газете Хасана Сабри Айвазова и попросил того читать суру Ясин, которую чаще всего читают на смертном одре. В общем, отношение казанских татар к Гаспринскому всегда оставалось прохладным, граничащим с подозрительностью. Лишь под конец своей жизни, особенно после смерти, он стал невероятно популярен в Поволжье. В те годы в Казани даже выпускали мыло и канцелярские чернила с портретом Исмаила Гаспринского на упаковке. Это говорило о настоящем признании Гаспринского, потому что никто не стал бы украшать товар изображением непопулярного человека. После смерти Гаспринского в 1914 году не осталось практически ни одной татарской газеты или журнала, которые не дали бы сочувственный некролог на смерть великого просветителя. Известные татарские общественные и религиозные деятели искренне скорбели по поводу кончины Гаспринского. Например, татарский ученый и богослов Муса Бегиев был так огорчен смертью Гаспринского, что написал в 1914 году в своей книге «Мулахазат» замечание следующее. «Я, не раздумывая, отдал бы жизнь свою и лег бы в могилу, если бы это воскресило нашего уважаемого учителя и помогло бы ему лет 15-20 послужить нации». Тут он отмечал очень важный факт. Когда наш учитель был жив, мы не признавали его. То почтение, которое мы оказывали ему сейчас, после его кончины, возможно, станет первым знаком уважения этому человеку. Но, иншаллах, не станет последним. Стремясь отметить его просветительскую и миротворческую деятельность, сначала Индия, а потом Франция вносят предложение о выдвижении его кандидатуры на Нобелевскую премию мира. Многие журналы и газеты разных стран мира, в том числе и России, поддержали эту идею. Но, к сожалению, ее не удается воплотить в жизнь. В советский период великий просветитель тюркского народа был обвинен в пантюркизме и панисламизме. Имя его было стерто из аналов истории, а его могила осквернена и снесена. Лишь в 1999 году крымским татарам удалось заново поставить надгробие. Сегодня можно с уверенностью сказать, что во всем тюрко-татарском мире нет, наверное, фигуры более значимой, чем Исмаил Гаспринский. Имя Гаспринского стало символом возрождения тюркизма на территории бывшего Советского Союза, знаменем перемен, признаком отказа от старых догм и стереотипов. Современники, не таясь, называли его великим. Крымские же татары откровенно гордятся своим знаменитым соплеменником. Друзья, обязательно ставьте лайки, традиционно подписывайтесь на канал, комментируйте это видео, потому что очень важно знать, что вы думаете о наших выпусках. С вами был Ринат Хабибуллин и Татары сквозь время. Ассаламу алейкум, сау болғыз. И до новых встреч. Пока.